В прямом эфире информационная программа «Новости». В студии Матлиба Раджабова. Здравствуйте. Сегодня во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял главу Республики Татарстан Российской Федерации Рустама Минниханова. На встрече обсуждена текущая ситуация и перспективы отношений дружбы и сотрудничества между Таджикистаном и Татарстаном. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, отметив приоритеты сотрудничества на уровне регионов Таджикистана и России, с удовлетворением подчеркнул, что отношения с Республикой Татарстан вступают в активную фазу. Одним из перспективных направлений отношений было названо сотрудничество в сферах промышленности, энергетики, машиностроения, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Обсуждена возможность создания совместных предприятий по переработке сырья в готовую продукцию, в том числе пряжи из шелка и шерсти, различных видов тканей, спецодежды и мебели. Также подчеркнуты перспективы сотрудничества в фармацевтическом секторе и налаживания совместного производства медицинской продукции. Важной темой встречи также было расширение культурно-гуманитарных и туристических связей. Было признано необходимым увеличение количества квот на обучение граждан Таджикистана. Также состоялся обмен мнениями по другим вопросам взаимного интереса. После встречи с президентом Республики Таджикистан, лидером нации, уважаемым Эмомали Рахмоном, глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов прокомментировал следующее. Состоялся очень теплая встреча с уважаемым президентом Республики Таджикистан Эмомали Шариповичем. Обсудили вопросы в рамках российско-таджикских отношений. Как вы знаете, господин президент посетил Российскую Федерацию, провел большие переговоры. И, конечно, в рамках отношений наших лидеров, наших государств, субъекты, вот Республика Татарстан тоже активно будет развивать отношения в том числе не только с руководством, но и с субъектами. У нас намечен визит один из субъектов, где мы проведем презентацию нашей республики, посетим ряд предприятий. И я считаю, что это прекрасная возможность для расширения наших контактов. И, конечно же, я не могу не отметить, что в прошлом году уважаемый президент Таджикистана имел возможность посетить нас 2 раза. Это было в рамках игр будущего, ну и, конечно, саммит БРИКС, который прошел в Казани. Мы были безмерно рады принимать такого уважаемого гостя. Ну и в целом наши отношения идут не только в сферах торгово-экономических, вот серьезный блок культурный, серьезный блок образовательный. Более 900 студентов из Таджикистана учатся в вузах республики. Очень серьезная поддержка экономики Татарстана – это лица из Таджикистана, которые работают на наших предприятиях. И, конечно же, мы благодарны Национальному объединению таджиков Республики Татарстан за ту активную позицию, которую занимает это объединение. Мы целиком полностью поддерживаем, оказываем содействие и проводим много совместных мероприятий. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, прибыл в город Самарканд Республики Узбекистан для участия на саммите «Центральная Азия. Европейский Союз». 3 апреля президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон,
прибыл в город Самарканд Республики Узбекистан для участия на саммите «Центральная Азия. Европейский Союз». В международном аэропорту Самарканда главу государства уважаемого Эмомали Рахмона встретили премьер-министр Республики Узбекистан Абдулло Арипов и другие высокопоставленные представители Республики Узбекистан. Третьего апреля в Самарканде на полях саммита «Центральная Азия. Европейский Союз» президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, встретился с президентом Совета Европейского Союза Антонио Каштой. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Европейского Союза. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, Европейский Союз мы считаем одним из важнейших партнеров на международной арене. Антонио Каштой, отметив важное значение решения пограничных вопросов между Таджикистаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, поздравил главу государства и народ Таджикистана с этим историческим событием. Было отмечено, что Таджикистан заинтересован в привлечении европейских инвестиций и технологий для реализации проектов в энергетической сфере, включая строительство Рагунский ГЭС и реконструкции Нурекский ГЭС. Было подчеркнуто, что Таджикистан разделяет взгляд Европейского Союза в продвижении политики зеленой экономики. В этом контексте была обсуждена стратегия развития зеленой экономики Таджикистана и вопрос производства и экспорта зеленой энергии. Подчеркнута необходимость продолжения сотрудничества Таджикистана и Европейского Союза в рамках программы содействия управлению границами в Центральной Азии и программы по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии. Третьего апреля в Самарканде в рамках саммита «Центральная Азия. Европейский Союз» президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон встретился с президентом Европейской комиссии госпожой Урсулой фон дер Ляйен. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана и Европейского Союза. Президент нашей страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, Таджикистан поддерживает инициативу по выводу отношений на стратегический уровень. Было подчеркнуто, что Таджикистан готов принять участие в спутниковом соединении Европейского Союза и Центральной Азии. Сочтено важным развитие сотрудничества в сферах цифровизации, перехода к электронному правительству и развитию искусственного интеллекта. Подчеркнута важность стратегии Европейского Союза для стран Центральной Азии, новой инициативы «Глобальные ворота» и многолетних индикативных программ. Относительно решения глобальных проблем была выражена уверенность, что Европейский Союз на должном уровне примет участие в международной конференции по сохранению ледников в мае этого года в Душанбе. Третьего апреля в Самарканде президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, также встретился с президентом Европейского банка реконструкции и развития госпожой Одиль Рейно Басо. Как было отмечено, за период сотрудничества Европейским банком реконструкции и развития в Таджикистане реализовано 184 проекта на общую сумму более $1 миллиарда. Эти проекты в основном реализуются в сферах укрепления финансовой системы, развития частного сектора, транспортной и энергетической отраслей. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил уровень сотрудничества с банком и заявил, что весьма важна реализация совместных проектов в нынешних условиях негативного влияния внешних факторов на экономику Таджикистана.
Указ президента Республики Таджикистан о созыве первой сессии Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Таджикистан постановляю созвать первую сессию Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва 11 апреля 2025 года в 10 часов в городе Душанбе. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 3 апреля 2025 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении членов Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва. В соответствии со статьями 49 и 70 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить членами Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан 7-го созыва следующих лиц: Ватанзода Махмадали Махмадулло, юриста; Раджабзода Хуснию Хукуматшо, председателя Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области; Абдуразокзода Гульнисо Тавальди, заведующую дошкольного учреждения номер 2 района Лахш; Низома Косима Пури Жахонгира, председателя Союза писателей Таджикистана; Восифджонзода Рухшону Восифджон, директора Российско-Таджикского государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с углубленным изучением отдельных предметов в городе Куляб имени Ушинского; Нодири Шахло Джамолидин, директора государственного образовательного учреждения лицей номер 1 города Исфара Сагдийской области; президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, город Душанбе, 3 апреля 2025 года. Сегодня председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, принял постоянного представителя Азиатского банка развития в Республике Таджикистан Ко Сакамото. В начале встречи уважаемый Рустами Эмомали поздравил Ко Сакамото с назначением на должность руководителя представительства Азиатского банка развития в Таджикистане и пожелал успехов в своей плодотворной деятельности по укреплению и расширению сотрудничества между Азиатским банком развития и Республикой Таджикистан. Стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества в направлении развития транспортно-энергетической сферы, водоснабжения и водоканала, зеленой экономики, а также цифровизации. Председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Саудовская Аравия в Республике Таджикистан Валида ибн Абдурахмона ар-Ришайдона. Стороны выразили удовлетворение сегодняшним уровнем отношений между Таджикистаном и Саудовской Аравией. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию сотрудничества в политико-экономической, торгово-инвестиционной, культурно-гуманитарных сферах, в том числе увеличение объема товарооборота, расширение структуры взаимной торговли и привлечение большего числа инвесторов к Саудовской Аравии в различные сферы экономики Таджикистана. Сегодня председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, президент Центрально-Азиатской футбольной ассоциации уважаемый Рустами Эмомали встретился с первым вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов, президентом Олимпийского комитета государства Катар Джоаном бин Хамадон Аль-Тани. В ходе встречи председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, поздравил Катар с успешным проведением важного международного спортивного соревнования Кубка Азии по футболу. Уважаемый Рустами Эмомали назвал важную роль Ассоциации национальных олимпийских комитетов и Олимпийского совета Азии в активном участии таджикских спортсменов в Олимпийских играх мира и региона. Предложил включить борьбу Гуштингири в Азиатские игры на первом этапе и в Олимпийские игры на втором этапе.
Было выражено убеждение, что Ассоциация национальных олимпийских комитетов и Олимпийский совет Азии поддержат это предложение в ближайшие сроки. В завершение стороны высказали свои мнения по другим важным вопросам в этой сфере. Сегодня во второй половине дня глава Республики Татарстан Российской Федерации Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Сагдийскую область. В международном аэропорту Худжанда высокого гостя встречали представители исполнительного органа государственной власти Сагдийской области. В рамках данного визита в городе Гулистон состоялись официальная двусторонняя встреча и расширение заседаний делегаций Сагдийской области, Республики Таджикистан и Республики Татарстан. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.